22 апреля отмечается годовщина со дня рождения Владимира Ленина, человека, считающегося миллионами людей по всему миру одним из самых великих политиков последних столетий. Эта противоречивая личность вызвала к себе такое же противоречивое отношение. Вся моя молодость прошла в советские времена со всеми, нашими любимыми вождями. Мы их действительно искренне любили. У кого какое отношение? У вас какое? Своеобразное, свое. То есть вы его скрываете? А как Да, я его скрываю. Потому что сегодня памятники разрушаются. Я памятников, конечно, то, что разрушать, однозначно отрицательно отношусь, потому что память, она и есть память, независимо от того, кто бы ни был тот человек. У меня положительное отношение к Ленину. Я считаю, что это великий вождь. Не зря наша центральная улица названа в честь него. А вот сегодня памятники разрушаются. Ваше мнение на этот счет? Конечно же, негативное отношение к этому. Я считаю, что это святое, и к этому нужно относиться с уважением, с почетом, помнить об этом, хранить. К большому сожалению, Ленина очерняют те люди, которые в свое время преподавали в вузах научный коммунизм, труды Ленина преподавали, защищались на все различные темы по научному коммунизму, атеизму, даже защищали закрытые диссертации свои. И за одну ночь они, к сожалению, стали перевертышами и противоположным вообще. То есть это говорит, что очень много было приспособленцев и в советское время. В Камрате прошел традиционный митинг у памятника вождю пролетариата. Идеи и все выводы, сделанные в работах Владимира Ильича Ленина, они, конечно, бывают или существуют и живут по сегодняшний день. В Камрате сохранился данный памятник. Мы, молодежь, мы должны сохранять те исторические памятники, значимые места, которые есть у нас. Ленин был умным, сильным, неоднозначным человеком, находящимся в сверхсложной ситуации и сумевшим вовремя войти в большую политику, стать серьезным политическим лидером и восстановить распадающуюся, гибнущую без власти страну, так, как он это понимал в тех условиях.